ученица Ларисы Петровны? Да, я была ученицей, да, одна самая первая ученица ее. Вот. Ну, как-то об этом я не особо как бы вот говорила, потому Может, что... расскажете? Лариса Петровна, значит, взяла нас, была у меня первый педагог, Ишпуля Назаровна Алзуева. Она сама казашка по происхождению. Сейчас живет в Москве, 86 лет ей. Она взяла нас у нее на 4-м году. Я вот 4-й год училась, она, в общем, нас взяла, 4-й год балету. Значит, и нас было в классе у нее 4 всего девочки. Она. Тогда, хотя она была уже художественным руководителем, но педагогическую деятельность она именно начала с нас. Вот именно с меня. И, в общем, я благодарю ее за то, что она во мне видела то, что я в себе этого не видела. Она видела во мне педагога, она видела во мне, как она мне сама говорила, ты девочка талантливая, тебе похудеть. Тебе бы, Женка, немножко похудеть, и вот все бы было бы. В общем, она ко мне с теплотой, такой родительской даже заботой относилась. Она мне покупала и часы, одевала меня, поскольку я была же с многодетницей. Ну да. Вот. Одевала меня. Вот. Когда она мне подарила часы, такие вот позолоченные, кстати, вот куда-то они вот по переезду, вот они куда-то потерялись. Меня так, конечно, было, немножко была расстроена. Но ничего, жизнь идет, жизнь продолжается. И Лариса Петровна, в общем-то, она увидела все, как бы вот это все, и она во мне, и говорит, все, надо, Жанночка, ехать в Ленинград, учиться. Вот я вижу в тебе педагога. Я на тот момент прям так это, знаете, ну какой я педагог, я хочу танцевать, я не хочу педагогом быть, во мне этого нет, я себе не верила в это. Но в результате вот так вот уже я уже на протяжении, уже сколько, вот у меня сейчас 48 лет, уже не 47 лет трудового стажа, вот. Из них 43 года педагогического. О. Вот так. Так что вот Лариса Петровна, она такая дальновидная была женщина. Вот, и педагог хороший, она была прекрасной балериной. Вот и кто ее на сцене видел, на нее ходили, понимаете? Вот на нее ходили. Это было имя, это был бренд нашей республики. Вот. А на Короткова тоже вот это обязательно должно было так. Всегда должен быть вот такой баланс. Люблю этого, люблю того, на того хожу. Раньше так и было. Вот. Какой-то вот, как называется это, театральный вот такой ажиотаж. И это как-то вот народ даже, ой, Короткова, там, значит, да. Ну, это театральные штучки, не без этого, весь мир это знает. Вот. Так что этим тоже продвигалось. Это тоже своего рода было, знаете, вот как этим сейчас языком нынешним говорят, да, это как говорят, имидж. Вот.